На самом деле, привлекать женщин проще простого и не требует почти никаких усилий. Все, что тебе нужно, это просто следовать тому, что я собираюсь рассказать в этом видео. Привет, ребята, с вами София Монро, и сегодня я раскрою вам кое-что, что полностью изменит ваше понимание притяжения. Приготовьтесь. То, что вы услышите, перевернет с ног на голову все, во что вы верили раньше, когда пытались заинтересовать женщину. Забудьте о внешности, огромных счетах в банке и сложных методах соблазнения. Правда в том, что секрет привлечения женщин без усилий именно в этом видео. И нет, это не какие-то банальные советы из дешевых книг по саморазвитию. Я говорю о глубинной перемене мышления, которая изменит не только то, как женщины воспринимают вас, но и то, как вы сами себя ощущаете. Но прежде чем мы начнем, задам тебе один вопрос. Ты когда-нибудь чувствовал себя невидимым для женщин, которые тебе нравятся? Будто бы они просто не замечают тебя, что бы ты ни делал? Если да, тогда продолжай смотреть, потому что то, что я тебе открою, изменит все. Секрет, друзья, находится у вас в голове, не во внешности, не в машине и уж точно не в фишках для пикапа. Он в настоящей уверенности и внутреннем уважении к себе. Звучит просто, правда? Но вот в чем проблема? Большинство мужчин понимают это совершенно неправильно. Видите ли, когда я говорю «уверенность», я не имею в виду показную наглость или пафосную браваду, которую некоторые выдают за мужественность. Я говорю о настоящей уверенности, той, что идет изнутри, когда ты чувствуешь себя спокойно и комфортно сам с собой, не нуждаясь в чьем-то одобрении. Вспомни человека, которого ты уважаешь. Это может быть друг, наставник или даже знаменитость. Что делает его привлекательным в твоих глазах? Дело не только во внешности или статусе, дело в энергии, которую он излучает. Это и есть настоящая внутренняя уверенность. И вот вам главное. Мужчины, которые не гонятся за женским вниманием, как за чем-то жизненно необходимым, именно те, кто привлекают женщин больше всего. Звучит парадоксально, но подумай, что тебя больше тянет: человек, который отчаянно старается понравиться, или тот, кто просто уверен в себе и ни перед кем не выплясывает? У женщин на это есть чутье. Они чувствуют, когда мужчина старается слишком сильно, когда каждое его слово, каждый жест – это попытка впечатлить ее, это отталкивает. Почему? Потому что это говорит о неуверенности и неподлинности. Теперь представь, ты заходишь в бар, видишь красивую женщину и вместо того, чтобы напрягаться, улыбаешься спокойно, зная, что ты стоишь многого. Ты не нуждаешься в ее одобрении, чтобы почувствовать себя цельным. Ты просто живешь моментом. Вот эта спокойная энергия, она и есть магнит. Но важно понять, это не значит, что ты должен игнорировать женщин или делать вид, что тебе плевать. Фокус в том, чтобы проявлять искренний интерес, но не превращать ее в смысл своей жизни. Быть открытым к возможности, но не зависеть от нее. Вот тебе практический пример. Ты на вечеринке видишь женщину, которая тебе нравится. Вместо того, чтобы весь вечер крутиться возле нее, ты просто веселишься, общаешься с другими, наслаждаешься вечером. И если момент созреет, подойдешь к ней без напряжения и без ожиданий. Такой расслабленный и уверенный подход всегда привлекательнее, чем отчаянные попытки произвести впечатление. И вот правда, которую мало кто понимает. Женщины реагируют на то, что ты чувствуешь внутри, а не на то, что ты говоришь или делаешь. У них почти сверхъестественная способность считывать твое внутреннее состояние. Так что если ты чувствуешь тревогу, неуверенность или зависимость от одобрения, она это моментально уловит. Неважно, насколько гладко ты стараешься выглядеть снаружи, если ты по-настоящему уверен в себе, спокоен и доволен собой, это будет видно во всем, что ты говоришь и делаешь. Это словно невидимый аромат, которому женщины не могут устоять. Теперь давай поговорим о важном. Не ставь женщин на пьедестал. Я знаю, что это может звучать противоположно тому, чему учит нас общество, но послушай внимательно. Когда ты ставишь кого-то на пьедестал, автоматически ставишь себя ниже этого человека. И угадай что? Никто не хочет быть с тем, кто считает себя ниже. Подумай об этом. Ты замечал, как плохие парни часто добиваются успеха у женщин? Хотя они не лучшие партнеры, дело не в том, что женщинам нравится, когда их плохо обращают, а в том, что такие парни со всеми своими недостатками не считают женщин недосягаемыми или выше себя, они считают их равными. Женщинам нужен партнер, а не поклонник.
Их привлекают мужчины, которые видят в них равных, которые бросают им вызов в положительном ключе, имеют собственное мнение и не боятся иногда не соглашаться. И это приводит меня к следующему моменту. Держи свои стандарты высокими. Я не говорю о том, чтобы быть привередливым в отношении внешности, а о ценностях и том, как к тебе относятся. Когда у тебя есть четкие стандарты и ты им следуешь, ты показываешь уважение к себе. И это, поверь, невероятно привлекательно. Высокие стандарты означают, что ты знаешь, чего хочешь и чего не потерпишь в отношениях. Это значит не соглашаться на меньшее, чем ты заслуживаешь, только из-за страха остаться одному. Когда ты показываешь, что ценишь себя, женщины, естественно, начинают тянуться к тебе, видя в тебе человека, который уважает себя и, скорее всего, будет уважать и их. И помни, настоящая привлекательность – это не техника или трюки, это быть лучшей версией себя, жить жизнью, которой гордишься, и относиться с уважением к другим и к себе. Как же это применить на практике? Первое, что нужно понять, это процесс. Это не происходит за ночь. Начинается с маленьких шагов, небольших изменений в мышлении и поведении. Начни с того, что составь список вещей, которые ты любишь в себе. Серьезно возьми бумагу и запиши их прямо сейчас. Возможно, сначала это покажется странным или неудобным, но это мощное упражнение. Возможно, ты хороший слушатель, у тебя острое чувство юмора или ты предан своей работе. Что бы это ни было, признание этих качеств – первый шаг к крепкой самооценке. Дальше ставь перед собой задачи, которые выводят тебя из зоны комфорта. Это может быть все что угодно, от начала разговора с незнакомцем до изучения нового навыка. Каждая маленькая победа укрепляет уверенность. Например, если ты всегда хотел научиться танцевать, но боялся показаться смешным, запишись на курсы. Ты не только расширишь горизонты, но и докажешь себе, что можешь справиться со своими страхами. И вот сильное упражнение. В следующий раз, когда выйдешь куда-то, сознательно не пытайся никого впечатлить. Будь просто собою, расслабься и наслаждайся моментом. Ты удивишься, как это меняет динамику общения. Обрати внимание, как люди реагируют на тебя, когда ты не притворяешься. И еще один важный совет – развивай интересы и увлечения вне мира свиданий. Нет ничего более привлекательного, чем человек с насыщенной и полноценной жизнью. Это не только делает тебя более интересным для других, но и дает смысл и удовлетворение, не зависящие от чужого одобрения. Если это видео как-то повлияло на тебя, не держи это при себе. Поделись им с друзьями, поставь лайк и подпишись на канал, чтобы получать больше контента, который изменит твою любовную жизнь. И не забудь написать в комментариях, какой самый ценный урок ты вынес из этого видео. Твой отзыв может помочь другим мужчинам, которые сталкиваются с похожими трудностями.